Добро пожаловать на античное шоу. На этой неделе мы находимся в Вирджинии, штат Орегон. Эта картина была сделана моим отцом. Я 60 лет жду, когда она наконец повернется ко мне лицом. Долго ли у вас находится эта вещь? На самом деле с сегодняшнего утра. Как хорошо, моему мужу это точно понравится. Остальные сокровища штата Бобров ждут, пока их откроют. Это произойдет прямо сейчас на античном шоу. Античное шоу. Диджей. Добро пожаловать на античное шоу. Привет, меня зовут Марк Волберг. Мы находимся в Вирджинии, штат Орегон. Вирджин известен как город треков за свою выдающуюся историю соревнований по легкой атлетике. В нем прошло в том числе несколько олимпийских испытаний. Какие античные сокровища предстанут перед нами в Вирджинии, сейчас узнаем. Я знаю, что это из фарфора марки Wedgwood, и что отделка называется «Сказочный блеск». И женщина, которая создала это, какое-то время работала с фарфором и очень любила детей, и сама была в душе ребенком. Я вижу это потому, какой получилась эта чаша. Скажите, где вы приобрели чашу? Моя мать и соседка воспитали во мне любовь к фарфору. У моей матери было несколько изделий, у соседки достаточно много. И около 12 лет назад соседка подарила мне эту чашу. Вы абсолютно правы, это сказочный блеск, нанесенный на китайскую чашу из костяного фарфора. Тут с трудом видна отметка о том, что это фарфор марки Wedgwood. Это так называемая портлендская ваза, и этот напечатанный символ означает китайский костяной фарфор. Далее, снаружи нанесена надпись, которую я никогда раньше не видел, и в ней говорится «Центр благосостояния младенцев, Хенли, Т.В. Твайфорд». Т.В. Твайфорд был также священником в Стэдфорде, недалеко от места, где находилось производство фарфора. Сразу после окончания Первой мировой войны он основал это общество для заботы о детях. В основном они занимались детьми войны, а впоследствии они занимались любыми детьми, которые нуждались в помощи. Тут мы видим дату, 9 декабря 1930 года. Я не имею ни малейшего представления, что означает эта дата. Твайфорд скончался раньше этой даты. Даты, в которой Маккейн Джонс работала с фарфором и сказочным блеском, примерно с 17 по 31 года. Так что 1930 год все равно будет в контексте ее работы с фарфором, но также практически в самом конце ее работы с фарфором. Она была очень и очень эксцентричной женщиной. На самом деле, настолько эксцентричной, что она не нравилась другим людям, работающим на фабрике. Более того, отмечают, что она была убита в своей студии, и обвинили в этом сэра Эмикса, который делал ей сырный салат каждый день. Внутренняя часть этой чаши просто великолепна. Красивый дизайн фарфора имеет ряд различных узоров сказочного блеска. И интересные не только узоры, также тут есть маленькая монограмма, которая является подписью автора. Обычно ее не так просто найти, как в этой чаше. Внешний узор называется «Тополиные деревья». Также тут есть много узоров, которые вы можете найти в справочниках по сказочному блеску. Состояние предмета великолепное. Не только чаша находится в отличной форме, никаких трещин, никаких кусочков, но и качество красок, штрихов, позолоты абсолютно идеальное. Это, возможно, не самый лучший образец сказочного блеска, который я когда-либо видел, но это один из самых качественных экземпляров сказочного блеска, который я видел. Рынок фарфора очень широкий, международный. Он распространяется и на Японию, Австралию, по всей Англии, и, естественно, в Америке находятся одни из наибольших коллекций. Среди всех различных типов фарфора, которые были разработаны под маркой Wedgwood за период 250 лет, некоторые категории ценятся больше других, некоторые меньше. Сказочный блеск – это не только самая ценная категория, но она чрезвычайно выросла в цене за последние 25 лет. 40 лет назад люди не покупали ее, она считалась слишком новой. Сегодня же на аукционе эту чашу можно реализовать за 10-15 тысяч долларов. И если вы собираетесь застраховать ее, лучше, наверное, застраховать ближе к 20 тысячам. Вы серьезно? Абсолютно. Это прекрасный экземпляр, и я в восторге от того, что вы принесли его нам сегодня. У меня просто нет слов.
Я не знаю много об этом предмете. Это подарок от моей тети из Мэриленда. Она подарила мне его около 15 лет назад. Она купила его у профессора Бостонского университета, который выходил на пенсию. Он был профессором искусств американских индейцев. Он распродавал тогда всю свою коллекцию. Она купила 2 предмета. Это единственный выживший, второй был разбит. Она купила его в 1959 году. Это горшок коренных американцев. Вы знаете, какое племя его сделало? Я полагаю, это Хопи. Да, это Хопи. Это из зоны резервации Хопи, которая называлась Хано. Это очень древний дизайн. Но горшок относится к началу 20 века, возможно, 1910-е годы. Но самое главное в нем, я думаю, его автор. Я полагаю, что этот горшок сделан женщиной по имени Нампейо. Она была бабушкой направления индианской керамики. Она в буквальном смысле распространила производство индианской керамики по всему юго-западу США. Так что она достаточно выдающаяся женщина. Она нашла кусочки местной древней керамики племени Янки, племени с тысячелетней историей, и она скопировала этот дизайн на своих современных горшках, которые стали очень-очень популярными. Многие люди последовали за ней, особенно в ее семье, и стали делать такие же горшки. Одна из характеристик дизайна Нампейо — это симметрия. Она, как правило, размещает рисунки в квадраты. Обратите внимание на эти 4 элемента. Это изображены перья птиц. Также, возможно, абстракция птицы. Далее повторяется перьевой дизайн. Действительно элегантные небольшие прикосновения. И далее, я полагаю, изображена птица с хвостом и крыльями. Это сосуд для семян. Его горловина сужена с целью удерживать влагу внутри или снаружи сосуда. Это действительно замечательный экземпляр, и находится он в идеальном состоянии. Вы когда-нибудь задумывались о его стоимости? Да, я знаю, что она заплатила $75 за него в 1959 году. Это была большая сумма для 1959 года, да, скорее всего. Я думаю, что в розничной торговле этот горшок будет хорошо продаваться, возможно, в пределах 12-15 тысяч долларов. О, около 15 тысяч? Это очень-очень особенный горшок. Возможно, это самый лучший горшок в Северной Америке, сделанный в 20 веке. Эта картина продавалась в маленьком книжном магазине Махонга. Мне она понравилась, но я не купила ее сразу, когда увидела. Но потом я постоянно о ней вспоминала, вернулась. На то время мы преподавали в англоязычной школе Махонга, и у нас было немного денег. Но все же я решила ее купить. Так я и сделала, и с тех пор я полюбила эту картину. Какой-то был год. Мы приехали в Махонг в 1969 году и уехали в 70-м. Знали ли вы этого художника вообще до того, как увидели эту работу? Нет, никогда о нем не слышала. Я позже узнала, что он достаточно известен. Да, Рахман Чухтай – один из самых знаменитых пакистанских художников. Он родился в самом конце 19 века и умер примерно в 1975 году. Он известен благодаря своим очень частым линиям, как, например, вот здесь. Линиям, которые прекрасным образом завиваются и плотно уложены. Они как бы напоминают стиль арт-нуво, например, художника Андре Берентли, который, возможно, был характерен для западной цивилизации. И этот тип линий был очень популярным в начале столетия в Индии и Европе. Это называется арианизм, да, верно. Этот художник известный благодаря своему прославлению ежедневной жизни обычных людей, а также прославлению красоты женских форм. Он жил в Пакистане, когда эта страна была еще британской колонией, и он видел в течение своей жизни, как меняется политика и религия, и многие его работы говорят об этом. Настоящая работа, которую мы видим, называется «Кашмирский дровосек». Это очень распространенный персонаж в Кашмире. Вы, вероятно, сами видели, если вы были там. Да, мы видели там дровосеков. Здесь на переднем плане расположена главная фигура дровосека, который взвалил на себя кипу с хворостом. Он одет в типичную робу того времени. Он изогнулся под весом своей ноши. Мы также видим на заднем плане как минимум еще 2 фигуры, которые сливаются с фоном изображения. Это выглядит довольно красиво. Картина была, скорее всего, сделана между 50-м и 70-м годом, я полагаю, когда использовался этот стиль печатания изображения, довольно напоминающий стиль 20-х годов. До недавнего времени существовало не так много аукционов, на которых можно было бы продать эту картину. Но с началом экономических преобразований в начале 90-х годов в Индии и Пакистане многие художники из этих стран неожиданно переживают экономический бум, потому что на самом деле в этих странах очень много денег. Так что аукционы находятся в
большом поиске произведений искусства, сделанных в Индии и Пакистане. Как вы теперь думаете, какова ценность этой картины? Без понятия. Я знаю, сколько я за нее заплатила. Скажите, сколько? Я не уверена точно, но это было около 100 рупий. На то время это составляло порядка 10 долларов. 10 долларов. Я думаю, это была довольно удачная инвестиция. Меня попросили сделать аукционную оценку, и сейчас я оцениваю это между 7 и 10 тысячами долларов. Да вы что? Боже мой, как хорошо. Мой муж будет в восторге.